Здравствуйте, на телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова и вначале коротко о ключевых событиях. Соглашение более чем на 100 миллиардов рублей. Нам нужна, наверное, более интенсивная работа с новыми нашими партнерами, которые выражают явное, дружелюбное и эффективное намерение с нами работать. Вот уже традиционно Сибай на несколько дней превратился из центра Зауралья в столицу инвестиций. С кем и по каким проектам были заключены ключевые договоренности? Мы чувствуем, что мы нашли очень хорошие, надежные партнеры сотрудничества. А вот Уфа второй год подряд превратилась в книжную столицу страны. Одна из целей ярмарки – повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Уникальные артефакты, тысячи изданий и встречи с авторами – все это в рамках международной книжной ярмарки Китап-Байрам. В каждом городе-миллионнике должен быть вот такой фестиваль, как Китап-Байрам. Не жест доброй воли, а обязанность. Добывающие компании намерены обязать участвовать в ремонте дорог и оказании социальной помощи. В республике продолжают наводить порядок в сфере недропользования. Помощь бездомным животным. Тоже на помощь животным, конечно, как можно не помогать животным, они сами себе не помогут. В Уфе состоялся благотворительный забег, средства от которого направят на поддержку братьев наших меньших. Ключевое экономическое событие недели – инвестиционный сабантуй, который прошел в Зауралье. Итог – Башкортостан реализует новые совместные проекты с деловыми партнерами из Турции и Узбекистана, а также усиливает сотрудничество с другими партнерами. Об этом глава республики Ради Хабиров сообщил в ходе встречи с делегатами из дружественных стран, которые приехали в Сибай для участия в международном мероприятии. В общей сложности были подписаны соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей. Из столицы башкирского Зауралья репортаж нашего корреспондента Азата Садреева. Вот он, шар земной, на нем Башкирия, с березовый листок величиной. Казалось бы, к башкирскому гостеприимству делегаты Всероссийского инвестиционного сабантуя уже привыкли, но творческие коллективы Зауралья смогли удивить и на этот раз. Буквально на всей территории проведения форума можно было окунуться в историю, познакомиться с бытом и обычаями башкир. А традиционные юрты стали местом проведения деловых переговоров. В одной из них глава Башкортостана Ради Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с партнерами из Узбекистана. Все, о чем мы договорились, удалось положить и записать в нашей дорожной карте. Там сколько пунктов уже? 92 пункта, да? Поэтому эта дорожная карта, я думаю, будет способствовать тому, чтобы все-таки мы усилили наши экономические связи. Но в этой дорожной карте у нас и культурные, гуманитарные, и образование, поэтому, да, поэтому готовы в этой части все вместе работать. Башкортостан занимает отдельное место в сердцах наших больших начальников, что назначили целого замминистра, который курит только Башкортостан. У нас в других регионах России нет замминистра курирующего. У нас вот мой коллега, который всю Россию курирует, все проекты, о которых мы говорили, они очень важны для Узбекистана. Я думаю, что и для Башкортостана важны, и мы будем их развивать. По развитию товарооборота Турция – второй по значимости деловой партнер Башкортостана. И укрепление этих отношений за чашкой турецкого чая Ради Хабиров обсудил с гостями форума. В частности, говорили о более глубокой промышленной кооперации. У нас крупная турецкая компания Лимак Мараш выполнила очень большие объемы строительных работ. И сейчас завершили проект, который называется «Восточный выезд». Это проект порядка 40 миллиардов рублей был. Очень хорошо отработали, поэтому мы сейчас с коллегами работаем в следующем инфраструктурном проекте, который могли бы выполнить турецкие строители. Но в целом мы создали все необходимое для организованной работы. Башкортостан и Турцию роднят не только общие корни, но теперь и экономика. Турецкий бизнес оценил наш промышленный потенциал. В планах строительства в республике завода по производству грузоподъемного оборудования, выпуск березового шпона для производства фанеры. А осенью в Башкортостане откроется Генеральное консульство Турецкой Республики. Товарооборот между Турцией и Башкортостаном растет с каждым годом. Он увеличен уже на более чем 100%. И хочу отметить, что это только начало. Мы выражаем
выражаем надежду на то, что много проектов еще будут реализованы. В Турции очень хорошо работает ваш торговый представитель. Конечно, нам есть куда двигаться, и возможностей для наших экономик много. Привлечению инвестиций из мусульманских стран будет способствовать новый проект Торгово-промышленной палаты Башкортостана, запущенный на полях инвестсабантуя. Исламский банкинг позволит выдавать деньги на приобретение оборудования без процентов в рассрочку, что соответствует законам шариата. Проект прошел все необходимые экспертизы и получил лицензию Национального банка России. Мы сейчас используем два продукта, это Мурабаха и Джара, которые позволяют по исламским законам выдавать финансирование предприятиям. Мы планируем, конечно же, в первую очередь делать это для наших членов. Все делается в рамках законодательства, которым Республика Башкортостан наряду с 4 республиками мусульманскими и российскими участвует в этом проекте. Уникальность инвестиционного сабантуя в Сибае заключается в том, что здесь гости и делегаты из зарубежных стран и десятков регионов России могут познакомиться с обычаями, традициями и историей народов, проживающих в нашей республике. Ну а по соседству в шатрах проходят деловые встречи. Например, сейчас вот на этой площадке идет заседание инвестиционного часа в расширенном формате. Миллиардные проекты реализуются в Башкортостане и в рамках концессионных соглашений. В ходе инвестчаса генеральный директор российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что Башкортостан готов реализовать самые смелые идеи. В регионе откроют 3 современных мусороперерабатывающих завода. Отдельно хотел бы также сказать, что указанные объекты позволят республике в досрочном порядке достичь целевых показателей указа президента 2030 года с опережением в 3,5 года. Это, в свою очередь, позволяет республике приступить к реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Для участия в 6-м инвестиционном форуме в столицу Башкирского Зауралья также приехали предприниматели из Китая, Ирана, Беларуси, Казахстана и других дружественных стран, а также из регионов России. Представители малого, среднего и крупного бизнеса отмечают инвестиционную привлекательность нашего региона, создание комфортных условий для работы, льготы и налоговые преференции, а также поддержку властей Башкортостана в любых возникающих вопросах. Благодаря поддержке господина Асадули Флюр наша провинция установила контакт, связи с нашей провинцией. Значит, в марте мы обе стороны организовали такой форум. Мы чувствуем, что мы нашли очень хорошие, надежные партнеры сотрудничества Российской Федерации, именно Республика Башкортостана. Одним из ключевых мероприятий форума стало пленарное заседание, прошедшее в здании Сибайской филармонии. Ради Хабиров открыл секрет, как завлекать бизнесменов. И он очень прост – никогда не обманывать своих экономических партнеров. Судя по ежегодному росту резидентов особой экономической зоны Алга, открытию новых производств, в том числе и с участием иностранного капитала, это простое правило работает как часы. Работа, на мой взгляд, налажена должным образом. Об этом говорят цифры. Рост инвестиций за последние 5 лет, он в 2 раза больше среднероссийских инвестиций. То есть вот такой показатель. Это хороший показатель, достойный. И, в принципе, можно сказать, что работа, подчеркиваю, должным образом налажена. Что касается внешнеэкономической деятельности, у нас здесь разная есть картина. Иными словами, я хочу сказать, что нам нужна, наверное, более интенсивная работа с новыми нашими партнерами, которые выражают явное, дружелюбное и эффективное намерение с нами работать. По традиции экономического форума Ради Хабиров заложил на главной площади Башкирского Зауралья символическую плиту 6-го Всероссийского инвестсабантуя. Церемония завершила деловую часть мероприятия, но форум на этом не закончился. Зарубежные делегации и предприниматели из регионов России стали гостями первого в этом году праздника плуга. Сабантуй прошел в Абзелиловском районе. И еще раз показал Башкортостан во всей красе, от древних времен и до современности. Посетив юрты районов республики, участники смогли посмотреть конные скачки, национальную борьбу куреш и попробовать башкирскую кухню. Как и инвестиционный климат, она также пришлась всем по вкусу. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Сибай, Абзелиловский район. Богата неделя была и на культурные события. Самая крупная международного масштаба книжная выставка «Китап-Байрам». Она проходит в республике уже 2-й год подряд. Одна из целей ярмарки – привить детям любовь к чтению. Потому что, как подчеркнул Ради Хабиров, нет друга и учителя лучше, чем книга. В мероприятии приняли участие знаменитые актеры, писатели, телеведущие и даже мисс Вселенная.
Чем запомнился Китап-Байрам, расскажет Полина Затолокина. «Уфимские каникулы» или «Как пчелка Зуля стала королевой». Эта книга написана прекрасным языком. Почти с самого момента изобретения письменности книга считается лучшим подарком, в том числе к 450-летию Уфы. Предстоящий юбилей башкирской столицы стал поводом для публикации сразу нескольких изданий. Детская писательница Алла Кузьмина представила сказочную историю, а Галина Сазонова создала целый том с деревянной обложкой. Сделана она полностью моими руками от и до. То есть вот это изначально лист фанеры и дерево, которое я вручную вырезаю. Вот делаю подобие фолианта старого, древнего, как история нашего города. Ну и, соответственно, вот такая вот некая энциклопедия жизни уфимской. Книжная ярмарка Китап-Байрам вышла не только за пределы Уфы, но и страны. Участие в ней приняли издательства из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии. С коллегами из Минска даже заключили соглашение, по которому книги башкирских авторов переведут на белорусский язык. И наши белорусские, и башкирские писатели, они во многом похожи. Вот эта искренность, вот эта душевность, вот этот неподдельный патриотизм, которым обладают и белорусские писатели, и башкирские, они объединяют наши народы, наши литературы, поэтому и литература, и произведения получаются очень хорошими. Одним из первых гостей встречал шатер «Литературная прививка». Здесь желающие могли подарить книгу ребенку из детского дома. В акции принял участие и Ради Хабиров. Он подписал 2 издания одного из своих любимых произведений – романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Удивительно, как ни странно, это книга про любовь. Вот, и я всегда говорю, что без любви ничего не бывает. Любовь – это не только любовь мужчины и женщины, любовь к родине, любовь к работе, к друзьям, к своей жизни, к себе самому. Вот. И мне что еще нравится, все-таки тут она довольно историографична. Понятно, что здесь не все события подлинны, как описываются, но они все равно в привязке к тем интересным, неведомым нам точно событиям, которые происходили много лет назад. В этом году заявок на участие в ярмарке втрое больше, чем в предыдущем. Свои книги привезли более 230 издательств. Одна из целей ярмарки – повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Детской литературы здесь предостаточно. Учебники, приключенческие рассказы и, конечно же, сказки представлены на разных языках. С активностями ярмарки ознакомилась и Карина Хабирова. Вместе с сыновьями она выбрала несколько книг. Для детей здесь организовали интерактивные развивающие игры, учебную площадку и мастер-классы. А многие малыши были рады встретить ведущую любимой передачи Оксану Федорову. О пользе чтения, наверное, можно перечислять бесконечно. Это раскрывает нашу душу, обогащает наш внутренний мир, расширяет кругозор, пополняет наш словарный запас, формирует нейронные связи новые, удлиняет нашу жизнь, мозговая деятельность. Книги учат нас мыслить, книги учат нас общаться друг с другом, книги учат нас коммуникации, терпению, любви. Телеведущая приехала в Уфу не с пустыми руками. Она презентовала книги «Женщины-кавалеры Ордена Славы» и «Маленькие герои Большой войны». В них малоизвестные, но реальные истории участников Великой Отечественной, подвиги женщин и детей. Среди гостей и другие известные личности – Олег Рой, Дарья Донцова, Петр Татарицкий, Александр Олешко. Вот эти мероприятия, которые проходят сейчас в Башкирии, их надо взять и транслировать на всю нашу великую страну. В каждом городе-миллионнике должен быть вот такой фестиваль, как Китап-Байрам. Китап-Байрам восхищает. С особым уважением и вниманием мы относимся как гости этой сегодняшней программы в качестве хедлайнеров. Поражает внимание зрительской и слушательской аудитории, которая в эти минуты собралась вокруг главной сцены этой международной ярмарки. Китап-Байрам вновь оставил Башкортостану памятный подарок. Если в прошлом году в республику привезли рукописную копию священного Корана Османа, то в этот раз экспозицию Национального музея республики пополнит копия Астромирова Евангелия. Я хочу всем сказать, что 6 июля мы открываем в первую очередь визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. И вот там у всех будет возможность увидеть на экспозиции и Коран Османа, который был в прошлом году подарен нашему музею, и это замечательное Евангелие. Поэтому спасибо большое. Это
очень яркий, очень нужный и замечательный подарок. Вторая международная книжная ярмарка не оставила равнодушным ни одного своего гостя. Одним она дала возможность встретиться с любимыми писателями, другим – открыть новые имена. За 3 дня Китаб Байрам помог тысячам посетителей влюбиться в литературу и захотеть вернуться на Советскую площадь Уфы на следующем книжном празднике. Полина Затолокина, Артур Ханов, Равиль Рахимзянов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. А вот кто и как читал книжки, покажут грядущие экзамены. Наступила ответственная пора. В Башкортостане прозвучали последние звонки для более чем 15 тысяч выпускников. Это радостное и одновременно немного грустное событие. Новые перспективы, возможности, но и прощание со школьными друзьями и учителями. После торжественной линейки им еще предстоит вернуться в школу, так как впереди сдача итоговых экзаменов. В этом году есть определенные новшества. Обо всем по порядку в репортаже Камилы Камильяновой. Точно так же 11 лет назад они поднимались по этой лестнице, чтобы впервые сесть за парты. Выпускники гимназии имени Газиза Аль-Мухаметова устроили целый концерт для учителей и родителей. Годы репетиций сделали их настоящими артистами. Увидела об этой гимназии в интернете и маме сразу сказала, что хочу учиться тут. Приехали на вступительные экзамены и без проблем поступила. Была бы возможность, еще раз пришла бы учиться. В этот день последние звонки прозвучали для всех выпускников республики. Не обошлось без школьного вальса и в Центре образования номер 35. А самый же массовый уфимские старшеклассники станцевали в амфитеатре Конгресс-холла Таратау. Не удержался и глава республики. К такому массовому танцу с участием почти 4500 детей заранее готовились, чтобы в унисон попрощаться со школой. Около 2 месяцев. Каждую неделю были тренировки, репетировали мы. И вот во вторник была последняя генеральная репетиция, и сейчас мы просто отработали на ура. Ради Хабиров поздравил молодежь Башкортостана с праздником и поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживали детей весь школьный этап. Руководитель региона отметил, перед собой он ставит задачу обеспечить в республике комфортную жизнь. Да, наверное, кто-то из вас уедет, поступят в другие вузы. Но вы должны всегда знать, что мы вас в Башкортостане всегда очень ждем. И всегда верим, что вы приедете и будете развивать Башкортостан. Когда-то мы уйдем с этой площадки, и вы займете места и управлять республикой, и работать, и развивать республику. Поэтому мы вам в этом доверимся, и чтобы вы развивали наш Башкортостан. Мира вам, дорогие друзья, удачи, любви и всего самого хорошего в вашей уже новой, немножко взрослой жизни. Для своих соцсетей Ради Хабиров попросила сделать селфи с молодежью. Кто знает, может на этой фотографии и те, кто встанет у руля республики много лет спустя. Волнение, переживание, возможно, даже страх. Страх неизвестности, страх будущего, но действительно ставишь впереди себя грандиозные цели, которые хочется добиться в будущем. Осознание, что только все в твоих руках, да. Прям вся твоя жизнь. По всей республике выпустилось более 15 тысяч школьников. Каждого из них впереди ждут экзамены, которые, кстати, уже стартовали 23 мая. В этом году выпускники уже сдавали предметы на выбор. Самые популярные из них – химия, география и литература. Химия, 100 баллов! Общая химия, там, органика, неорганика, по большей части органика все-таки, да. Если ее учить, то она несложная, ни в коем случае. Вот. А на пробниках, ну, конечно, есть, да, задания, которые заставляют задуматься, особенно вторая часть. Ее я сдам, как всегда, как и на каждом пробнике, великолепно, замечательно. Чтобы попасть на экзамен, выпускники должны пройти через металлоискатель. В кабинетах их ждут наблюдатели. На столе есть калькулятор, карандаш, вода, шоколад. На выполнение задания отводится 3,5 часа. После окончания бланки с тестами отправляются на скан. Все работы сканироваться будут в аудиториях. Раньше организаторы по завершению экзамена собирали экзаменационные материалы. И все это сканировалось в штабе. С этого года все сканируется именно в аудиториях.
В 2024-м в Башкортостане для проведения государственной итоговой аттестации подготовлено 165 пунктов проведения экзаменов. В этом году по поручению президента России Владимира Путина выпускники смогут пересдать один из предметов. Этой возможностью можно воспользоваться до конца приемной кампании в вузы. Впрочем, здесь есть один важный нюанс. Это впервые такое в истории ЕГЭ. У ребят 4-5 июля будет предоставлена возможность пересдать любой предмет, который они захотят, если считают, что набрали низкое количество баллов, что они могут больше. Но здесь нужно быть уверенным в том, что они сдадут лучше, потому что первый результат, он в любом случае будет аннулирован, и действовать будет только второй результат пересдачи. 28 и 31 мая пройдут экзамены по самым главным предметам по русскому языку и математике. Период с 20 июня по 1 июля предусмотрен под резервные дни для ЕГЭ по основным предметам. Сдать экзамены смогут выпускники прошлых лет и те, кто не смог написать тест в дни сдачи по уважительным причинам, а также те, кто получил неудовлетворительный балл по основным предметам. Камила Камильянова, Равиль Рахимзянов, Руслан Галямов. Итоги недели. Эпизод в предыдущем сюжете, в котором глава республики танцует с выпускницей, вывернули в таком свете, что на девочку обрушился массовый хейт. Журналисты издания «Пруфы» выпустили непроверенную статью, написав о том, что на кадрах вовсе не школьница, а студентка колледжа, и назвали ее подставной уткой. Однако не сочли нужным указать, что обучение там ведется по школьной программе и, как у всех, в течение 11 лет. Образование в колледже получают талантливые дети, которые с ранних лет занимаются профессиональной музыкой. Горе-корреспонденты не только оклеветали подростка, но и обвинили ее во лжи, указав при этом ее личные данные. 24 мая для Миланы был такой же последний звонок, как и для всех школьников. Впереди ее ждут вступительные экзамены, а ей приходится отбиваться от хейтеров. Однако хочется отметить, что большинство комментаторов не ведутся на провокации со стороны таких журналистов и поддерживают девочку. Это смешно просто. Мало того, вчера я разговаривал с одной корреспонденткой, которая не знает ни Мацуева, ни Спивакова, ни что-то, что есть вообще в природе наш колледж. А писать не имеют права такие люди. Мы все чаще видим, когда дети не могут справиться с каким-то иным стрессом перед экзаменами, а здесь еще больше стресса. Поэтому давайте мы извинимся перед девочкой и просто дадим ей сдать экзамены и поступить. Как отметил директор колледжа, Милане не хватило пары для вальса. В это время по Советской площади проходил Ради Хабиров, приехавший на праздник Кита-Бера. Директор подсказал девушке пригласить его на танец. Выпускница не растерялась и станцевала с главой республики. Авторы статьи издания «Пруфы» не принесли девочке извинений, а Милана тяжело переживает ситуацию, в которую ее вовлекли журналисты, видимо, желая тем самым нанести урон репутации руководителя региона. Ради Хабиров неоднократно отмечал, что в республике абсолютная нетерпимость к преследованию детей. Вот чего боится вообще на самом деле буллинг, так называемый? Он боится огласки, он боится прозрачности, и он боится, это вот как, знаете, темный зверь, которого вот вытаскивают на свет, он сразу съеживается, и его больше не будет. Это поганое зло, которое действительно наносит вред в целом всей системе образования нашим детям. Когда наши дети преследуются, когда над ними издеваются, эти факты должны стать для нас просто из разряда ЧП, и мы должны вместе с вами продумать, как с этим бороться и что нам для этого сделать. Девочку, которую затравили, является сиротой. Очень талантливая девочка, и она, как и все, ждала этот день, готовилась к нему, но, к сожалению, ей его испортили и даже не извинились. Это еще раз доказывает о том, что в погоне за сенсациями данное издание не придерживается никаких моральных принципов. Главной основной задачей является в негативном ключе выставить руководство Республики Башкортостан. Это показывает, что издания ангажированные, которые уж точно не про свободные СМИ, а за продвижение негативного образа, в данном случае Ради Хабирова. Еще одна тема, которая была на слуху всю неделю – борьба с недобросовестными недропользователями. Состоялось сразу 2 заседания межведомственной комиссии в Хайбулинском и Кармускалинском районах.
Казалось бы, оба муниципалитета в сотнях километрах друг от друга, разные полезные ископаемые, но проблемы одни. И в большинстве это разбитые дороги. И в правительстве намерены привлекать добывающие компании к их ремонту. На встрече обсуждали конкретные дороги и мосты, требующие экстренного вмешательства, что и будет сделано по итогу МВК. Об этом и не только в материале Артура Шамсудинова. Пока одни раскапывают золотые горы, другие страдают от последствий. Разбитые дороги и мосты, издержки работы недропользователей. Вот, например, Кармаскалинский район. Рядом с селом Кабаково груженные под завязку машины разбили асфальт. Это не дороги же. Вы сами посмотрите, что это. Потому что перегруз постоянно, номера закрывают. И не ремонтируют. Когда уже последний раз здесь был ремонт? А откуда вы знаете, что номера закрывают? Мы же видим. Мы же водители сами видим прекрасно. Как заявили в районной администрации, ремонт проблемной дороги возле села Кабаково начнут уже летом. Другой вопрос, как долго она прослужит. Укладка асфальта обойдется бюджету в 270 миллионов рублей. Для понимания, максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 миллиона. Когда у нас один недропользователь платит 7,8 миллионов рублей, да, а другой недропользователь платит 29 тысяч рублей, это, наверное, не совсем справедливо с точки зрения того, что объем добычи приблизительно одинаковый. Когда вы сдаете отчеты, что вы продаете по 20 рублей песчано-гравийную смесь, да, при среднерыночной стоимости 658 рублей, если из новой статистики, в любом случае мы будем реагировать. Как заявили в межведомственной комиссии, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры. А потому многим компаниям, очевидно, придется доплатить налоги. А еще ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых. Здесь было небольшое углубление в земле, небольшой овраг, будем так говорить. Но в связи с тем, что они начали намывать здесь ЭПГС, отходящие воды от намыва и шли по этому углублению, вырыли очень глубокий овраг с повреждением деревьев и напрямую выходит в реку Белую без отстойников. Из 22 действующих лицензий несколько будут приостановлены, а каких-то предпринимателей и вовсе лишат права добывать ископаемые. Лицензии, как рассказали члены МВК, могут лишать и транспортные компании, которые перевозят полезные ископаемые. Чтобы бороться с большегрузами, в районах по поручению Радия Хабирова установили пункты весовых контролей. Однако во избежание ответственности водители скручивают госномера, чтобы не попасть в камеры фотофиксации. Один тот же перевозчик, например, в настоящий момент не готов приехать 10 раз, когда он может приехать 5 раз и загрузиться. Соответственно, если сегодня недропользователь, у которого нет весов, грузит на глаз, условно говоря, с горкой, он так и будет продолжать грузить для того, чтобы не отпустить от себя этого перевозчика. Потому что, как правило, перевозчик, он является и покупателем. Вот здесь вопрос не совсем в убытках, здесь просто конкурентный рынок таким образом выстраивается. С проблемой убитых дорог столкнулись и в Хайбулинском районе, где активно добывают медь, цинк и золото. На заседании межведомственной комиссии подняли вопрос в том числе и разрушенных мостов. Один из таких, имеющих ключевое значение в деле перевозок, проходит через реку Таналык рядом с селом Новый Зергар. Необходимо восстановить этот мост, и все недропользователи об этом говорят, что если бы этот мост был, то дорога по большому счету объездная, обходит много деревень. Проектирование и деньги на этот мост, насколько мне известно, уже выделены. Будем заниматься ускорением этих процессов. Но не только размером ущерба измеряется деятельность недропользователей. На территории Хайбулинского района реализуют один из крупнейших инвестпроектов страны – освоение Подольского медно-цинкового месторождения. Здесь планируют добывать порядка 9 миллионов тонн руды в год. Однако жителей населенного пункта придется переселить. Как рассказал инвестор, переселять жителей Подольска будут по принципу один к одному. Тем, кто жил в квартирах, предложат жилье в многоквартирных домах. Ну а владельцам частных домов такую же альтернативу. Квадратный метр обещают как в райцентре в селе Акьяр, так и в поселке Подольск-2, который намерены построить неподалеку. В селе Акьяр уже подготовили стройплощадку, на которой возведут 4 трехэтажных дома. Жилье, по словам представителей недропользователя, будет лучше того, где сейчас живут жители Подольска. Это и рабочие места вот сейчас открываются. Я думаю, что и для молодежи найдется здесь работа в это. И приток, мне кажется, будет рабочей силы, и наши желающие тоже могут устроиться. Но мне кажется, это только продлевает жизнь поселка. Вот эти все новшества, все эти стройки и так далее.
О переселении Подольска говорят уже с 80-х годов. Сейчас проект на финальной стадии, но все равно уйдет не один год. И на этот период власти будут создавать для жителей комфортные условия. В ближайшее время, например, по поручению Радия Хабирова, построят модульный дом культуры. Финансирование внебюджетное от компании «Башмедь». Чтобы люди сегодня почувствовали комфортные условия проживания, пребывания. Поэтому по поручению главы Республики Башкортостан в 2020 году мы капитально отремонтировали школу, в 2021 году капитально отремонтировали детский сад. Также в этом году в детском саду у нас запланирована ремонтная работа по отоплению, по обшивке. По-прежнему в фокусе внимания властей и строительство железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Сара. Она поможет перехватить грузовые потоки и сберечь автомобильные дороги. На заседании межведомственной комиссии прозвучали самые разные идеи, вплоть до создания тарифа, по которому компании могут обязать делать взносы в дорожный фонд муниципалитетов. Все предложения взяли на карандаш. Повторные заседания межведомственных комиссий пройдут через месяц. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов, Виктор Меренков и Ильдар Давлетов. Итоги недели. 3 миллиона на нужды СВО от народного артиста Башкортостана, неожиданная встреча с медведем в Учелинском районе и такси, в котором можно спеть. Далее новости короткой строкой в обзоре Динары Таймасхановой. На неделе в Уфе прошел съезд Собора русских Башкортостана. Участие в пленарном заседании принял глава республики. На площадке перед ГКЗ «Башкортостан» прошел фестиваль «Славяне 21 века». Фольклорное событие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая по всей стране. Собор русских в регионе ведет активную работу в самых разных направлениях и занимается поддержкой участников СВО. Также в Уфе прошел выездной пленум Союза писателей России. В нем приняли участие руководители национальных региональных отделений. Приехали и гости из других стран. Радий Хабиров напомнил, что в октябре прошлого года прошли дни башкирской литературы в Минске, а в Уфе были изданы произведения белорусских авторов. Писатели отметили необходимость сохранения национальных языков и взаимодействия между регионами в области литературы. Боец с позывным «Масян» пожертвовал 3 миллиона рублей на покупку необходимого солдатам оборудования на СВО. Народный артист Башкортостана Радик Динахметов проходит службу в медвзводе батальона имени генерала Тагира Кусимова. В зоне СВО мужчина получил увечья в виде сломанных ребер. Он решил использовать выделенные Министерством обороны 3 миллиона рублей компенсации на приобретение оборудования сослуживцам. Башавтотранс 3 июня повысит стоимость билета в автобусах. При оплате наличными проезд на городских маршрутах в Уфе обойдется в 41 рубль, а при оплате транспортной карты «Алга» в 34 рубля. Повышение связано с ростом цен на топливо и запчасти. Житель Учелинского района во время пробежки по лесу встретился лицом к лицу с медведями. Бурые заинтересовались человеком и побежали к нему. Ильсур начал кричать и размахивать веткой, чтобы отпугнуть их. В итоге один убежал, а второй залез на дерево. Оказалось, что это подросшие медвежата. К Ильсуру уже вышла медведица, которая решила напасть. Молодой человек вновь начал кричать и таким образом отпугнул мать косолапого семейства. Бывший сотрудник МВД оказался нечист на руку. По предварительной информации, в прошлом году оперуполномоченный уголовного розыска похитил более 11 миллионов рублей у пенсионерки, обманув ее тем фактом, что готовится ее убийство, а деньги нужны на предотвращение преступления. Введенная в заблуждение женщина оформила кредиты, заложила квартиру и автомобиль, после чего передала мошеннику деньги и золотые украшения. Сотрудник уволен, возбуждено уголовное дело. Не только доехать до пункта назначения, но и проверить свои музыкальные способности. В столице республики появилось караоке-такси. Запустил проект житель Уфы Сергей Панов. На стоимость поездки услуга караоке никак не влияет, но от чаевых Сергей не отказывается. Впереди у уфимского таксиста новые идеи. Мужчина хочет придумать что-то вроде викторины или розыгрыша для пассажиров. Для реализации планов он ищет спонсоров. Пробежать в помощь бездомным животным. В Уфе состоялся благотворительный забег под названием «Хвостатый». Так, благодаря поддержке четвероногие жители фонда «Потеряшки» получат лечение, еду, а может быть и найдут новых хозяев. На необычном забеге с животными и для животных побывала наша съемочная группа.
Для Уфы это мероприятие стало уникальным. В разных городах России такие забеги проводятся с 2017 года, но в столице республики оно состоялось впервые. Главной его целью стал поиск дома для животных из приюта. Познакомиться с ними вживую можно было прямо на мероприятии. Ручная, очень добрая, очень дружелюбная, да? Такса Арни еще недавно и сам был среди потеряшек, но уже нашел хозяев. Только предстоит это сделать жизнелюбивому Анзору, которого волонтеры обнаружили на улице зимой с переломанными лапами. Скорее всего, пес попал под машину. Его прооперировали, и он уже восстановился. Мили и Лялю забрали из пункта отлова собак, а мистер Лис долгое время жил в Максимовке на улице. Но затем заболел. В итоге перенес курсы химиотерапии, операцию и сумел победить рак. Я не скажу, что все и всегда бывает у нас гладко, и все собаки – это стопроцентное доверие. Нет, у них, как и у людей, есть свой характер. Есть те, которые не адаптируются и уже не смогут доверять. У нас такие есть. А счастливых историй, конечно, гораздо больше, и в основном они все у нас адаптируются. Несмотря на название «Хвостатый забег», сами хвостатые остались в стороне от основного соревнования. 13-летний Твикс считается пожилым, он на мероприятии был в качестве наблюдателя. А вот 6-месячный той-терьер Нори бежала легко и быстро. Она так устремилась к финишу, что вытянула свою хозяйку в десятку лучших. Это Нори, я Стефа. Бежали мы 2 километра, я бежала, где-то шла пешком. Нори бежала вперед меня. По всей видимости, она вообще не устала, я устала. Проблема бездомных животных затронула не только жителей республики. Принять участие в благотворительном мероприятии пожелали гости из Ижевска. Александр Агапов, к примеру, оказался здесь не проездом и не случайно. Столицу республики посетил целенаправленно ради забега. Слушайте, я приехал поддержать организаторов из другого города. Решение было спонтанное, но тем не менее все свершилось. Тоже на помощь животным. Конечно, как можно не помогать животным? Они же сами себе не помогут. Чтобы реализовать идею бега со смыслом, а заодно и доказать, что помогать легко, на старт вышли более 100 участников. Бежали 2 дистанции в 2 и 5 километров. Все-таки столько людей, столько участников, включается азарт. Начинаешь соревноваться. Бежала я сегодня не в своем темпе. Я старалась бежать быстро, максимально. Соревноваться и с соперниками, и с собой. Все вырученные от продажи соревновательных слотов деньги пойдут в фонд потеряшки. Кроме этого, любой мог захватить с собой подарок для животных. В основном приносили корм, миски, переноски, поводки, игрушки и лекарства. Изначально я хотела подсветить проблему бездомных животных в Башкирии. И благодаря команде заинтересованных людей мы смогли организовать данный забег. Это было не то чтобы сложно, было страшно. Было страшно, что народ не придет, и я очень рада, что столько народу пришло. И хотя в этом забеге определили 3 призеров, медаль на финише получил каждый участник. Подобные забеги – это не только спортивное или благотворительное мероприятие, но еще и история с хорошим концом. Победительница забега забрала с собой медаль, грамоту и мистера Лиса. Так еще один потеряшка нашел свой дом. Юлия Паршина, Дан Хамитов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.